Иван Андреевич Крылов. Собачья дружба. У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором жестоких встреч им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливо же псы притом, ни на какую не днем, так рассуждать они пустились вдвоем. О всякой всячине, о их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. Что может, говорит полкан, приятней быть, как с другом сердцу к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спеть без друга и не съесть, стоять горой за дружную шерсть и, наконец, глаза глядеть друг другу, чтоб только улучшить счастливый час. Нельзя ли друга тем потешить, позабавить и в дружном счастье все свое блаженство ставить? Вот если б, например, у нас такая дружба завелась, скажу и смело, вы бы не видели, как время летело. А как же, это дело? А Барбос ответствует ему: давно, полканушка, мне больно самому, чтоб с одного двора мы собаки, мы дня не проживем без драки. Из чего? Спасибо, господам. Не голодно, не тесно нам. Пес дружества словец примером с давних дней, а дружба между псов, как будто меж людей, почти совсем не видно. Явим же мы примеры в наши времена, вскричал полкан. Дай лапу, вот она. И новые друзья, ну обниматься, ну целоваться, не знает кратости кому и приравняться. А то повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней запуски несутся, где делается Савик Пилат. С Пила домой, а разгрызутся, лишь только клочья вверх летят. На силу, наконец, их разлили водою. Про нынешних друзей нельзя найти не греша, что в дружбе они едва не одинаки. И слушать, кажется, одна у них душа, а только кинь им гость, так что твои собаки?